Здравствуйте, дорогие зрители! Я вас приветствую на своем канале. Итак, сегодня в США против агрессивно настроенной публики подстрекателей и провокаторов принимают дубинки и резиновые пули. В худшем случае стрельба боевыми. В России же прогрессивные борцы с режимом крайне содержанно осуждают американских полицейских, в то время как российскую полицию за действия по пересечению беспорядков готовы едва ли не линчевать. Американская полиция и Национальная гвардия стреляют на поражение резиновыми пулями в голову. Граната со слезоточивым газом вполне способна пробить череп человека. Мир видит залитые кровью лица не только манифестантов, но и журналистов. С самого начала протестов в Миннеаполисе полиция была полностью вооружена не только спецсредствами, но и деревянными дубинами. Такие же дубины они применяли в Фергусоне в Балтиморе. Их можно сравнить просто с бейсбольными битами, говорит правозащитник Александр Инов. Разве получить бейсбольную биту по голове и резиновой пули в голову – это демократия в 21 веке? Услышат бы, конечно, комментарии тех людей, которые российскую полицию ставят как ужасную и плохую, а американцы – это вот лоно демократии. А комментариев почти нет. Павел Чиков, Петр Верзилов, те еще правозащитники пишут, что робко в Твиттере и все. Отдельные выступления стали появляться сегодня исключительно после того, как Симоньян в Телеграме написала, что почему-то не слышно наших либералов, и они очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не тронуть спонсора и гегемона. Решили немножко возмутиться все либерально настроение журналисты в России, на Украине и во всем мире. Молчат, говорит Олег Негонский, эксперт научного центра евразийской интеграции. Хотя пресса в Штатах здорово достается. Резиновая пуля попала в репортера прямо во время прямого включения корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву. Полицейский в Миннеаполисе прыснул из баллончика в лицо перцовым спреем. Одна девушка, Саманта Шейдер, кинула в полицейскую машину бутылку с зажигательной смесью, но она не взорвалась. Саманту арестовали, говорят, она кусалась во время задержания. В общем, девушке сейчас грозит пожизненное заключение. Дорогие зрители, наш видео подошел к концу. А вы что думаете об этом? Уже неделя, что там идет война во всем городах Америки. И так дальше. Что будет? Белый дом будут взорвать или нет? Что вы думаете? Пишите в комментариях.